С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Мы рады приветствовать вас на канале Истиклал. Я Абдулла Ялкун. Мы ознакомим вас с наиболее важными событиями, произошедшими за последнюю неделю в мире и, в частности, на нашей родине, в Уйгурии. Китай заявил, что надеется, что Иран будет играть важную роль на Среднем Востоке. Как сообщило турецкое информационное агентство «Голос Турции», в опубликованном заявлении МИД Китая в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И со своим иранским коллегой Джавад Зарифом. Ван И отметил значительные изменения в мире и на Среднем Востоке. Он сообщил, что Иран сталкивается с массой проблем, однако Китай будет уделять этим вопросам повышенное внимание. Ван И также отметил, что стратегическое сотрудничество Ирана и Китая будет продолжено. Джавад Зариф также сказал, что Иран настроен на тесное сотрудничество с Китаем. В то же самое время председатель парламента Ирана Али Лариджани сказал, что надеется на еще более тесное сотрудничество с Китаем. Джавад Зариф подчеркнул, что Иран будет активно участвовать в стратегической программе Китая «Один пояс, один путь». В течение одного дня в районе Саван было разрушено 3 мечети. По сообщениям агентства «Зимистан», 18 февраля 2019 года по распоряжению китайских властей в районе Саван на территории уйгурского Туркестана в течение одного только дня было разрушено 3 мечети. Район Саван расположен на северо-западе уйгурского Туркестана. Мусульманское население района было представлено уйгурами, дунганами и казахами. В феврале 2018 года все имамы мечетей были арестованы. Через несколько месяцев было арестовано еще несколько десятков мусульман, которых обвинили в том, что они принимали участие в строительстве мечетей. Родственников арестованных предупредили, что если они сообщат об арестах, то будут отправлены в так называемые центры по перевоспитанию. Во всем районе Саван осталась неразрушенной лишь одна мечеть. Однако она была закрыта, и к ней был представлен вооруженный охранник, который охраняет пустующую мечеть 24 часа в сутки. Дорогие друзья, на этом разрешите попрощаться с вами. До новых встреч. Спасибо за внимание. Да пребудет с вами милость и благодать от Всевышнего Аллаха.